Дорогие друзья, добрый вечер. Глава Ингушетии Евкуров уходит в отставку. Об этом он заявил вчера на ингушском телевидении. Его отставку подтвердили уже в Москве. Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что просьба Евкурова об отставке ожидаема. Это означает следующее. Если так говорит Кремль, что просьба об отставке ожидаема, это означает, что Евкурова сняли. Евкурова снял лично президент Путин. Снял за что? За то, что он провалил полностью регион. За то, что с октября 2018 года Ингушетия оказалась самым бунтарским регионом в современной Российской Федерации. Никакому президенту это не понравится. Это полностью провал всей внутренней политики. Именно вот за это Евкурова сняли. Ну, конечно же, его сняли, поскольку он во многом человек с заслугами, он генерал, он военный разведчик. Вот. Путин тоже военный разведчик, я прошу прощения, не военный разведчик, а разведчик по другому ведомству. Вот поэтому откровенно его отправлять в отставку Москва не решилась, она посчитала, что это некорректно, дали возможность человеку достойно уйти, по крайней мере это так выглядит. Но Евкурова сняли, здесь все должны четко понимать, что сам Евкуров в отставку уйти побоялся бы без разрешения и без назидательной просьбы самого Кремля. Итак, какую цену заплатил ингушский народ за снятие Евкурова? Вот об этом чуть подробнее. Цена эта очень большая. Первое. Десятки политзаключенных, которые до сих пор томятся в тюрьме и находятся под следствием. Это первое. Второе. 80% безработицы в республике. То есть это самый высокий уровень безработицы по всей Российской Федерации. Или почти самый высокий. И, наконец, самое основное, это отторжение ингушских территорий от Ингушетии в пользу Чечни. Обратно их пока никто не вернул. И вопрос об этом, видимо, будет ставиться дальше. Вот какую цену заплатил ингушский народ за отставку непопулярного главы республики Евкурова. Да, именно ингушский народ снял Евкурова. Здесь все понимают, кто действительно снял Евкурова. Его снял не президент, по большому счету. Его снял сам ингушский народ. Но ингушский народ за это заплатил очень высокую цену. Вот здесь все должны понимать, что за такие вот грандиозные решения приходится платить очень большую цену. И те люди, которые вот заключенные, те, которые томятся сегодня в тюрьмах там Нальчика, еще где-то на Кавказе, нужно понимать, что вот эти вот люди, по сути, пожертвовали своей свободой, своим здоровьем для того, чтобы вот эти события произошли. Потому что это не уголовники, это политзаключенные. Здесь нужно понимать, кто это. Да? Это люди, которые боролись за отставку Евкурова, за возвращение территорий, которые, как считают ингуши, незаконно передали Чечне, которые боролись за поправку в Конституции, которые боролись за выборность губернатора народом. Вот эти вот люди, по сути, заплатили от имени всего ингушского народа за снятие Евкурова. И вы это должны помнить. Вот вы, ингуши, это вы должны помнить. И всячески добиваться освобождения этих людей. Итак, основная линия фронта. Где будет проходить основная линия политического фронта? На мой взгляд, основная линия политического фронта будет в Ингушетии проходить теперь вот между какими двумя полюсами. Первый полюс это выборность главы Ингушетии народом, и второй полюс это назначаемость главы Ингушетии президентом. То есть дальнейшая борьба развернется за то, чтобы глава республики избирался народом и был за свои действия именно перед ингушским народом, а не перед Москвой.
Вот за что будет вестись политическая борьба в Ингушетии в ближайшее время, по моим прогнозам. Итак, я всех поздравляю, я всех ингушей поздравляю с этим знаменательным событием. Мои прогнозы сбылись. Евкурова сняли, освободили. Но от этого снятия большинство проблем пока не решились. И сегодня, наверное, идет такое в республике широкое обсуждение, кого назначат вместо Евкурова. Я, к сожалению, не знаком с политической конъюнктурой современной Ингушетии, поэтому, если у вас есть какие-то предположения, дорогие друзья, я прошу писать об этом в комментариях. Как вы считаете, кого назначат на место Евкурова? И самое главное, почему именно этого человека? Я с удовольствием почитаю, и мне тоже многое будет понятно. Всем до свидания.